Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Осякы» влюбил в себя сотни белорусских зрителей. В городах Гродно и Минск они представили концертную программу в двух отделениях: «Поклонимся великим тем годам» и «Север – наш край». Гастроли прошли при поддержке главы республики Владимира Уйба. Арина Попова о том, как приняли наших артистов местные жители. Полтора месяца усиленной подготовки, бесчетные часы репетиций, оттачивание своего мастерства. Участники «Осякы» сделали все возможное, чтобы представить Республику Коми во всей красе. 2024 год для Беларуси знаковый. 80 лет назад советские солдаты полностью освободили ее территорию от немецко-фашистских захватчиков. Наш Коми-край вошел в число 17 субъектов Российской Федерации, ставших причастными к празднованию этой великой даты. А потому с еще большим трепетом артисты предвкушали это культурное турне. Мы чтим память всех, кто отдал жизни за освобождение нашего общего народа. Ведь русские, белорусы – это братские народы. И при организации гастролей хочется сказать огромное спасибо белорусской стороне, которые приняли нас с радостью. Я не знаю, как сказать. То есть мы еще туда не доехали, но впечатления уже самые положительные. По просьбе принимающей стороны филармония привнесла в концерт и национальный колорит Республики Коми. Первое отделение «Поклонимся великим тем годам». Второе – «Север – наш край». Активные сборы, 3 суток в пути, и коллектив оказался в культурной столице Беларуси – городе Гродно. В стенах местной областной филармонии зрители не только окунулись в творчество финно-угорских народов Севера, но и прониклись чувством благодарности к подвигу советского солдата. В первом отделении звучали всем знакомые «Катюша», «Смуглянка» и другие произведения, от которых сердце горит ярче, а глаза полны слез. Каждый остался под большим впечатлением. Первое отделение просто потрясающее. Нужны такие программы, нужны такие концерты, и нужна эта память. Впечатление просто нету слов. Военная тематика, без слез нельзя было смотреть. Волнение какое-то, какая-то тревога внутри за то, что было. И как-то это все преподнесли с такой любовью, таким пониманием, что без слов все было понятно. Не теряя ни минуты после шквала оваций, артисты отправились в Минск. Здесь их ожидала встреча со зрителями уже Белорусской государственной филармонии. Как и в первый день выступления, пронзительные номера первого отделения не оставили никого равнодушными. И по-особенному гости представления влюбились в красочный «Север», показанный во втором отделении. Здесь жемчужины музыкального наследия Республики Коми. Народные мелодии и авторские сочинения коми-композиторов Якова Перепелицы, Прометея Чисталева и других. Многие произведения исполнялись на национальном языке нашей республики, однако были понятны и тепло приняты зрителями. Этот грандиозный концерт в очередной раз напомнил, что все мы – братские народы, а также дал старт творческому обмену республик. Наш зритель с нетерпением ждал столь яркого концерта, и сегодня наши мечты осуществились. Прежде всего, наша сцена знаменита тем, что это главный академический холдинг страны, и только лучшие коллективы на постсоветском пространстве выступали неоднократно на нашей сцене, а также недолг тот час, когда мы в рамках будущем подписанного меморандума о сотрудничестве планируем посетить гостеприимную филармонию Республики Коми. Вместе с «Осякы» в Беларусь выезжала и министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова. Она отметила, значимость этой поездки велика.
Очень знаменательно, что наша поездка начинается именно в Гродно, потому что Гродно – это город-побратим одного из наших городов Республики Коми, города Ухты, и поэтому мы действительно эту поездку решили начать именно с этого города. И хотелось бы, наверное, также отметить, что для нас крайне важно участие в мероприятиях, посвященных 80-летию, поскольку мы, так же как и белорусы, как и многие другие национальности нашей большой страны, Советского Союза, тогда активно принимали участие жители нашей республики в освобождении нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Этот гастрольный тур прошел при финансовой поддержке правительства Коми. Теперь в нашей республике ждут гостей из Беларуси. В планах уже значится визит с ответной концертной программой на 2025 год, когда наша страна будет отмечать 80-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Арина Попова, Павел Люлянмин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар, Гродно, Минск.